Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня 18 урок. Тема сегодняшнего урока — правила буквы мим и нун с ташлидом. Когда буквы мим и нун идут с шаддай, то есть удвоением, то необходимо удлинить назализацию на две огласовки. Например, инна. Вначале мы проходили это правило. Когда сверху буквы стоит знак удвоения, шадда, то мы удваивали букву, например, раббу, иззу. А здесь, кроме удлинения, еще нужно удержать букву с назализацией. Вот инна, амма. Не просто удвоение, а удерживание буквы дополнительно с назализацией. Сумма, амма. Потом минна, лямма, амма. Потом аннасу. Вот прочитаем аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Буква мим идет с шаддой, поэтому удлиняем назализацию на две огласовки. Также и буквы нун, и в этой букве тоже. Сумма. Потом ла тус'алунна яумаизин анин наим. И второе правило — встреча двух сукунов. Если после танвина следует хамза аль-васля, то к нуну танвина добавляется касра, соединяя два слова. Танвин — это ан, ин, ун. Две черточки. Васля, вот, алиф значком. Вот это. Здесь махмудан аллази. Это два слова. Аль-васля не читает в середине двух слов. И нам необходимо соединить два слова. Махмудан и аллази. И для того, чтобы соединить два слова, нам нужно добавить касру к нуну танвина. Вот махмудан. В конце мы слышим танвин, то есть нун сукун. Махмудан. Туда добавляем касру, получается махмудани. И с ним соединяем слово. Махмуданиллази. Вот, как, например, на втором слове. Махмуданиллази. Вот хайран аль-васия. Васля не читается. И здесь у нас встречается два сукуна. Хайран — это сукун танвине, то есть на нуне. Хайран — в конце сукун. И сукун на ляме. Хайран и другой сукун. То есть когда встречается два сукуна, мы делаем переход через кассу. Хайран, добавляем звук и, получается хайрани. И с ним переходим на лям. Хайранил васия. Так. Здесь у нас стояла танвин, то есть стоял танвин ун. Хайрун ихбиту. Хайрун ихбиту получается. Хайрун ихбиту. Или как здесь. Яума изин аль-масаqa. Яума изинил масаqa. Яума изинил масаqa. То есть яума изин, добавляем касру, получается яума изини. С ним переходим на второе слово. Яума изинил масаqa. И здесь завершаем 18 урок. Пусть Аллах вам поможет. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин.